Друзья, всем привет! Ну что, как 5 дней назад, друзья, я вернулся с очередного путешествия. Был в Вологодской области в гостях у Сергея. В данный момент вы сейчас смотрите определенные серии. Ну, по прибытию домой, друзья, я немножко был ошарашен, потому что когда я уезжал, еще было куча снега, буранки мои натоптанные стояли колом, в общем. Думал, приеду, еще успею покататься, порыбачить. Ну, ребят, не судьба. Погода очередной раз вносит свои коррективы. И когда я был в Вологодской области, у нас здесь была оттепель и были ливни, прям ливни. Ну и дождь, ребята, сделал свое дело. Он убил снег вообще махом. Относительно того, даже на сегодняшнее число, 10 апреля, были, ребята, сезоны, когда мы еще спокойно ездили по рыбалке, и спокойно я перемещался именно по этому маршруту. Потому что сейчас, в данный момент, ребята, я прошел по буранке, по которой я заезжал, 300 метров, и у меня здесь протекает река. И вот здесь как раз в данном месте, друзья, переезд, видите, ну, за береги и уже середина, есть большие промоины, проталины. В общем, это уже все. Это уже хана. Да, не успел, друзья, я покататься. Думал, приеду еще, покатаемся здесь, куда-нибудь еще съездим. В общем, ну, техника, ребята, все уже остается в гараже, уже маринуется, так скажем, пакуется для следующего сезона. Не успел я прокатиться после ремонта. Тут немножко покатался, вот, планировал еще съездить куда-нибудь на дальняк. В общем, после ремонта, ребят, я так и не прокатился. Вот в таком состоянии, ребята, на 10 апреля в данный момент река Сысола, Республика Коми. Среднее течение. Да. Пошла жара, ребята. Мне кажется, неделя и пойдет ледоход. Река вскроется. Но были, видите, затяжки, друзья. Была оттепель. После того, как я приехал, ударили морозы. Выпал даже снег небольшой. Ночью было до минус 15. И, в общем, вот это быстрое таяние, она прекратилась. Но по прогнозу сегодня уже плюс 9 днем. Пасмурно, а завтра ливни, дожди. В общем, мне кажется, вот эти ливни, они сделают свое дело и разобьют вот этот лед, который остался. И река пойдет. Река прям пойдет. Да, ребята. Я, конечно, удивляюсь с каждым годом, так как рыбачу, ребята, я очень давно, рыбачу я с детства, и ну, я вспоминаю, какие были сезоны, какие были, не знаю, времена, что ли. Что бывало, что и даже в апреле, в конце апреля были на льду, ребята. А какой-то год мне припоминается, что 9 мая даже рыбачили плотву на озере. Ну а здесь, ребят, 10 апреля и, в общем, такая ситуация. Да, в средней полосе уже все поскрывалось. Дальше севернее, ребята, еще зима зимой. И, возможно, друзья, я еще съезжу на закрытие сезона именно у себя здесь, на родине, по жерлицам, с ночевочкой. В общем, есть такие замутки, потому что там дальше севернее еще, ребята, весной-то и не пахнет. Да и у нас здесь, в принципе, это все резко вот так образовалось. Вот этот ливень убил весь снег, убил лед. Ну, я смотрю, ни уток, ни чаек еще никого нету. В общем, весной, в принципе, так еще не попахивает, потому что когда уже крики чаек, потому что я вот здесь, ребят, живу 300 метров, и эта пойма будет вся затоплена, и прям слышно, когда чайки, вот эти крики, утки, перелеты. Но здесь пока тишина. Здесь пока тишина, но видите, как все быстро. А нет, кстати, ребят, вот за уточку говорю. Вон она летит. Все-таки не есть, ребят. Просто ты очки одел, людей не замечаешь, да? В общем, решил, ребят, показать обстановочку, прогуляться, попрощаться, так скажем. Потому что это все, это неделя, ребят, и будем готовить комплект лодочный. Другая техника, другая рыбалка, другая экипировка. Да и честно, если, ребят, сезон такой был неважный. Я, конечно, в этом году хорошо попутешествовал, немножко покатался.
посмотрел страну, в общем, посмотрел водоемы, познакомился с такими людьми, посмотрел, как сказать, людей себя показал, ну, как-то так. И, в общем, сезон, в принципе, был насыщен. У себя здесь очень грустно, очень плохо, немного и болел, и поломка была, в общем, ну, ожидал я немножко другого какого-то, знаете, сезона, но не всегда получается, как ты хочешь и как ты планируешь. Так что будем надеяться, что весна, лето будет насыщенным, будет интересным, крутым и, возможно, каким-то рыбным, трофейным. Ну, в общем, уже давным-давно, ребята, не гонимся за этими флягами рыбы, как вот многие прям жаждят там рыба. Ребят, давно уже это не то. Тратятся деньги уже, ребят, в поездки, просто в путешествия. Ну, точно же не за рыбой, правильно? Если бы хотели там какую-то рыбу на стол, то уже давно можно было купить красную рыбу реально и кушать, как если это все подсчитывать так. Но это все в целом, ребята, вот это природа, понимаете, она своя, она везде своя и крутая. Да, лед 2023, 2024, ребят, заканчивается. Зимняя рыбалка, все, закрыто. Ну, закрытие, возможно, будет, ребят, но это не точно. Ну, просто уже самому уже как-то приелось, надоело. Реально, уже охота, уже все, ребят. Свободу, охота, лодку, мотор. Как-то уже все. Так что, не знаю. Посмотрим, может, изгоняем еще. Но не будем загадывать, ребята, как говорю. Потому что, когда загадываешь, вот именно, она и не получается. Когда ты хочешь что-то, вот, лучше потихоньку, как оно есть. Бывает даже спонтанный выезд, где они намного круче, когда ты вот, тебе позвонили, и у тебя есть время, у тебя есть возможность, и ты поехал. А есть, когда вот так собираешься там за месяц, за неделю, там за две, и там готовишься, и что-то бац, и не получается, и потом как-то это все вышибает, и настроение уже не то. Вот такие дела, ребятки. Так что все. Сейчас будет небольшое такое, сказать, затишье на канале. Ну, не затишье, потому что подготовка, ребят, я всегда показываю. Вы сами знаете, что у меня по сезону, кто давно на канале, как только уходит лед, пик половодья набирает свои обороты, и я заезжаю на остров и балдею там, просто дышу, живу, наслаждаюсь природой, отхожу от зимы, птицы, солнце, вот это уже, знаете, весеннее, ребят. Просто по кайфу даже побыть на природе, без рыбалки. Да, мы ставим там 1-2 сетюшки чисто на уху. Более того, это, кстати, наверное, один единственный момент за весь сезон, за целый год, когда я ставлю сети. И то они у меня, ребят, зарегистрированы. У меня есть бирки. В общем, узнавал, кстати, в этом году, потому что регистрировал я их 4 года назад или 3, не помню. Регистрация, в общем, остается, как бы. Просто если по регистрации яча и высота сетки прописана такая, то, соответственно, если ты там порвал и меняешь сетку, то она должна быть такого же плана, такого же макара. А так все. Все, ребят, прощаемся, так скажем, со льдом. И готовимся к очередному сезону. Уже реально, ребята, охота, просто охота. Я знаю, что в средней полосе там в Астрахани там уже вовсю бомбят. И уже, блин, так здорово. Уже охота реально начинать со своих любимых доночек, весенний налим. Когда еще большая вода, еще толком никто не рыбачит. Мирная рыба не отошла еще от зимней спячки, так скажем. Вода холодная, она еще не активна. Но налим уже начинает шевелиться, и вот эти первые весенние рыбалки, они прям такие, не комаров, один на реке, максимум там сетовики, кто сети ставят, там охотники, в общем, а ты один со своими доночками, с палаточкой. Ах, ребята, я уже прям все, у меня уже мандраж, шкура буграми, в общем, охота, конечно, охота, мне очень сильно охота. Ну и пришел попрощаться, вот постоять немножко, посмотреть. На днях будет ледоход, надо не пропустить, надо за именно вот этот момент не пропустить, потому что когда ледоход, ну понятно, река небольшая, но это прям тоже своя такая тема, своя стихия, ты ждешь, когда первый лед, когда вот эта корочка льда, когда ты подходишь, вот этот
каждый день там щупаешь ледик, вот это, знаете, там 2-3 сантиметра. Ай, когда уже на лед, потому что уже не терпится. И здесь, друзья, такая же ситуация. Здесь ты ждешь, когда это уже быстрее все сойдет и уже откроется вода. Ну, рыбаки, в общем, меня поймут, ребят, потому что рыбанутые, так их называют просто в народе, они есть рыбанутые, и это для них прям смысл жизни, и они от этого очень сильно зависят, конечно. Такие дела. Ну, вообще так-то приятно здесь, ребят, находиться. Я здесь, конечно, ну, не рыбачу, чисто прохожу на моторе. Но здесь, ребят, деревенский пляж, и вот здесь как раз собираются деревенские люди, загорают, купаются. Но детство начиналось именно отсюда, потому что, как я вам и сказал, вот здесь, ребята, 300 метров и мой дом. И вот напрямки, конечно, было все по-другому. Здесь мы рыбачили с пацанами. Все было здесь по-другому. Еще стояла старая УЖД, ходили тепловозы, были рельсы. Вот по шпалам мы бегали сюда. И здесь проводили кучу времени. Хочу, ребят, пройтись до моста, который соединяет две деревни, так скажем. Тут как раз дорога есть. Местами она, конечно, заснежена еще. Но так пройдемся, и хочу посмотреть мост, в каком состоянии там, потому что на весну его убирают. И он стоит, получается, на нашей стороне, но он отцеплен. И машина не проедет. Вот и, друзья, переправа. Частенько здесь останавливаюсь. Именно вот на этой стороне, прощаюсь, так скажем, с деревней, когда хожу в ту сторону, на дальняк. Потому что местами хожу по дороге, у нас здесь ее не сыпят. И как зимник, в общем, передвигаюсь по этой дороге. Ну, смотрю, тут тоже полным ходом подготовка. Смотрю, тросы уже привезли, перетащили экскаватор, технику, потому что понтонную переправу будут убирать. В общем, с одной стороны она цепляется и просто стоит боком. Вот. Пройдет вся шуга, вот эти все деревья, потому что у нас пробовали какие-то года оставлять его даже по паводку, но фишка в том, что очень много леса прет и забивает вот это все тросы. Тут такие кучи нарастают. В общем, потом дорожники мучаются это все пилить, убирать. И вот сезон, когда все пронесет, он просто убран. В общем, ну, та деревня, в общем, на неделю, ну как весна будет, оторвана от жизни, от большой земли, так скажем. Ладно, ребят, потопаю до дому. Кстати, заметили, у меня новый костюмчик. Приобрел специально к весне, такой демисезонный, но сподвергло то, что очень много стал путешествовать, и именно когда едешь там на поезде, или вот у меня получилось так, что на самолете я летал к Паше в Тверь, ну в камуфляже, как-то, знаете, это такое себе, люди постоянно тебе обращают внимание, как-то вот, и думаю, надо что-то такое, чтобы было более современное, ну и опять же подходило к рыбалке. В общем, небольшой костюмчик, мембрана, ребят, как раз именно к этому времени года. Ну, пойдем домой, немножко расскажу, покажу. В общем,
Вот приоделся, вроде погулял, вот мне все нравится. Красота. Прибыл на базу, прогулялся. Ну, даже погода, ребят, распогаживается. Ну, что-то как-то. Ну, вроде обещают. Но завтра как будто у нас ливни, послезавтра ливни. А потом вроде как, ну, прям все хорошо, хорошо и хорошо. Как и обещал, ребят, небольшой обзорчик. Покажу, расскажу. Ну, блин, понравился костюм, ребят. Вообще приятно прям. Вот прошелся сейчас километра 3-4, наверное. Мне все прям по кайфу. Как и обещал, ребят, немножко по костюмчику. Пришел недавно. Почему именно, ребят, такого плана костюм? В общем, весна, лето впереди. Я очень люблю камуфляж, ребята. Я прям маньяк по камуфляжу. У меня очень много вещей, штанов, футболок, даже трусы, носки вообще есть именно такого плана. Мне очень нравится. Вот и палатки, и вот раскладушки, и рюкзаки. Я очень люблю, ребят, камуфлированный цвет. Но столкнулся с проблемой. Именно вот по путешествию сейчас вот ездил на поезде, летал на самолете. И, в общем, ну, в камуфляже вот ты как-то, знаете, на тебя так обращают внимание. Тем более в наше положение сейчас. Там, меня часто останавливали с проверкой документов. В общем, ну, я не сливаюсь, как бы, да, с толпой, а именно отличаюсь, как бы. Ко мне частенько подходили, блин, думаю, надо вот для путешествий что-то такого взять, вот именно, как бы, такое, как бы, и для рыбалки, ну, и в нем можно и в горы там поехать, и он как более спортивный, в общем. Вот, ребят, наткнулся на такую компанию. Компания называется Фантом, ребята. Данный костюм именно от этой компании. Заказывал я его на ВБ, на Валберес. У нас, кстати, в деревне открыли точку, и сейчас даже никуда нам не нужно ездить. Можно заказать прямо здесь. Вот такой костюмчик, друзья. Это мембранка. Он как раз именно для такой погоды от 5 плюс до 20 градусов. Но в нем не так жарко, потому что, ребят, подклад это полностью сетка. Он продуваемый. В общем, а хотя сам он такой плотный, из мембраны. Ну, какие вот, на первый взгляд, ребята, какие приколюшечки. Очень понравились мне манжеты, смотрите. В общем, здесь уже такая силиконовая проставочка. Не просто тряпичная. Вот. Допустим, если надо затянуть, да, там, чтобы не продувало. Как бы, мне кажется, она более такая качественная. Здесь у компании логотипы такие красивые. Здесь логотип. Вот такой капюшончик, тоже на утяжечках. Что здесь, что здесь. В общем, можно утянуться как нужно. Грудных карманов нету. Молния, друзья, смотрите, противо. Ну, я имею в виду, от воды защищена. Видите, она так сужением таким, как правильно называется, я не знаю. В общем, такие технические характеристики чуть зайдите и почитайте, если кому заинтересовал. А так очень понравились карманы, ребят, смотрите. Карман не просто. Он открывается, смотрите, докуда. До самой груди. И, в общем, допустим, можно вот так спокойно проветриваться, так я понимаю. Что с этой стороны, что с этой стороны. Вот так открыл. И, в общем, есть сквознячок. Если где-то там подспотел, не надо полностью снимать. Ну, прикольное решение. Светоотражающие элементы присутствуют. Вот. А так, допустим, вторая молния, вторая собачка, я имею, мы регулируем, допустим, до сюда. И уже делаем себе карман. Как нам нужно, как нам нравится. Вот. И присутствуют, ребят, подтяжки свои. Ну и, в принципе, можно запустить ремень. В общем, я мальчик не маленький. В общем, под свой размер спокойно нашел, потому что линейка прям большая. Реально, с малых до больших размеров есть костюмы. Данный костюмчик такого вот более зеленого цвета. Там есть еще и был черный. Но как-то черный, думаю, блин, солнце, жарко. Более, мне кажется, зеленый такой более будет нормально. Вот. А так, ну, по красоте прям сейчас прошелся, так приятно в нем. Так, отлично вообще. Ну, это, в принципе, и можно использовать и летом, как дождевик, допустим, где-то на лодке идти. Его сложил, он занимает небольшую сумку, вы сами видели. Кстати, фирменная сумка еще в комплекте идет. И там в рюкзак кинул, где-то дождь, накинул его. Потому что одевается он тоже очень быстро.
На штанах, ребят, здесь идет вот такая обтяжка, ну, на липучках. Допустим, если надо, я вот люблю вот так, чтобы было сужение под сапог. А если кто на сапог одевает, то здесь также есть защищенная от влаги молния. И мы можем спокойно вот так его одеть на сапог, я имею в виду. Вот такой костюмчик, ребят. Не знаю, что, потаскаем, посмотрим. Недорогой, мембранный, блин, за эти деньги, мне кажется, четко. Ссылочку, друзья, оставлю в описании. Заходите, помимо таких костюмов, есть, конечно, и различные костюмы, и зимние, и летние. Но вот именно как раз на весну я взял вот такой костюмчик. Внутри есть два кармашка, раз, два с этой стороны. Ну и полностью, вот, я говорю, вот ситочная такая поверхность, чтобы обдувала. Ну а сейчас покажу, ребят, именно мембрану. Что такое вообще мембрана? Не знаю, как показать, душа, ребят, нету. Ну, в общем, он полностью, видите, ребят, водоотталкивающий. А? Красота, ребят. А ну-ка по центру. Все. Вот такие дела, ребятки. Видите, ребят, вода просто стекает. Вот это, конечно, блин, вообще кайф. Вообще полностью вода стекает. Охрененно. Да. В любом другом костюме ты бы уже был насквозь сырой. А здесь все сухо. Все сухо.